Все четко по пунктам. Дезинфекция рук, контроль температуры сразу при входе. Каждый избиратель снабжается маской, перчатками и индивидуальной ручкой, а далее следует по одностороннему маршруту по указателям на полу, для того, чтобы поставить зачетную галочку за будущей страны. 1 июля с самого утра в районе царила атмосфера праздника. Где-то доносится музыка, а ощущение выходного дня и солнечное небо поднимает настроение. В 8 утра на участках звучит гимн Российской Федерации и сразу запечатываются урны. К этому времени район уже проснулся, дороги оживились, а жители направились в свои избирательные участки. 1 июля стал единым днем голосования по поправкам в Конституцию. Рано встали не только пожилые и взрослые, на участки пришла и молодежь. Для них было важно прийти и выразить свою позицию. Я голосую в своей жизни второй раз и считаю, что изменения в Конституцию очень важны. Досрочное голосование свое дело сделало, очередей не было, а это значит, что выборы прошли в максимально безопасных условиях. На многих участках заверили, что до наступления основного дня голосования большинство граждан успели воспользоваться своим избирательным правом досрочно. Сегодня общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. На избирательном участке 2116 в список включены 1222 избирателей. Из них на сегодняшний день проголосовало 845 человек. Это составляет примерно 70%. У нас по списку 290 избирателей. До 30 лет 18 избирателей у нас. На сегодняшний момент проголосовало 85% граждан, в том числе вне помещения 96 граждан. Свою досрочную активность показали и избиратели участка под номером 2113, расположенного в здании детской юношеской спортивной школы номер 1. Здесь же волонтеры Конституции раздавали брошюры с информацией о предлагаемых поправках. А перед участком любой желающий мог пройти профилактический осмотр на базе передвижного ФАП, узнать свой рост, вес, измерить артериальное давление. Мобильный комплекс по графику объездил все избирательные участки районного центра. На участке под номером 2114 было закреплено более 1400 голосующих. Подавляющее большинство из них с ответственностью и осознанностью подошли к этому важному для всей страны и для каждого ее гражданина событию. Келдім сойларға. Дұрши деп тұрмасам. Гөршілер жақшыға таға болын демем кейтәді, бір бүтім шаттыға. Илінің нақылығы шел, бір балама пунктта көрмейді. Единственная страна деген бетінде, историяны сақларға деген, животныйларны, балаларны, семьяны, ерлер үлі қатынар үйлерін шырға деген, түгілерлер, бүтін пунктларда егет. Тем временем на центральной площади развернулась ярмарка. Свою продукцию представили местные агропредприятия, крестьянские хозяйства и предприниматели. Сено в рулонах привезли труженики СПК имени Максима Горького и филиала Центральной МТС. Предприятия «Илиш хлеб», «Илишевское молоко», «Общество молоко», «Илишевский комбинат хлебопродуктов», «Осяновская птицефабрика» и другие предложили илишевскому потребителю хорошо знакомые продовольственные товары. Кроме того, на ярмарке можно было купить клубники, овощей, рыбы и многое другое. Отдельный ряд организовали точки общественного питания. Здесь же прошел концерт участников художественной самодеятельности, которые посвятили избирателям свои яркие номера. Что касается итогов, всего на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Илишевском районе приняло участие 24 468 голосующих. Явка составила 95,74%. За одобрение изменений в Конституцию России проголосовало 23 409 человек, что составило 95,67% от числа принявших участие в голосовании. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».